Послушайте рекламу этого турнира. Ударная сила российской вольной борьбы на домашнем Кубке мира в Красноярске. В турнире 6 сильнейших команд планеты также участвуют сборные США, Ирана, Грузии, Украины и Узбекистана. Кубок мира по вольной борьбе. Финальные поединки. Красивый. Следующая пара. Ну что? Денис Царгуш. Очень сильный парень. Да, Денис Царгуш. И вышел сейчас в составе сборной Грузии Давид Ахалмосулашвили. Денис Царгуш. Тоже не знаем, что за человек. Грузин. И сразу пошел в атаку. Питерский парень Денис Царгуш. Он стал неожиданно в Нижневартовске чемпионом России. И после этого он идет вперед. Очень сильный парень. Молодец. Но Денис Царгуш на Левашинском турнире проиграл. 74 килограмма. Чемпиону мира. 74 килограмма. Алдату. Ибрагим Алдату стал чемпионом мира. Ему проиграл. Ведь молодые совсем, опыта особенного нету. Вот мы видим, как раз сейчас Тушишвили оказывали травму, видели на ваших экранах. Один балл. Оказывали травму. Травму оказывают на ринге. Оказывали помощь медицинскую. По уровню соревнованиях оттачивать мастерство и готовиться к Олимпиаде. Посмотрите, прекрасно контратаковал, пошел вот, Давид в атаку, но наш спортсмен его быстренько. Как вальяжно, развязно, спокойно чувствует себя Денис Царгуш с этим борцом. Смотрите. Тоже грузины в этом месте никого не имеют, короче говоря. Вот этот Давид, он особо ничего. 2 балла еще берется Царгуш. Чуть было на туше его не поставил. Продолжает уверенно ставить его туше. Но сейчас руку вытянул в эту сторону. Не получается. Ну что ж, первый период он выиграет. Уже сомнений нет. Остается 15 секунд до конца. Счет 4-0. И теперь Царгуш будет убегать. Атар Тушишвили, оказывается, был действительно ранен, травму получил. Ну, уже все. Это, если сейчас проиграл, он уже домой едет. Больше он уже выступать не будет. Все, время. Обстановка хорошая. Ну и, конечно, журналисты, телевидение. Поэтому со всех сторон только борись и показывай себя. Да, выиграл наш спортсмен первый период. Вот он на ваших экранах, представитель Санкт-Петербурга. Вот Анатолий Маргиев осуществляет контроль и за этим спортсменом, а так Калаев, его наставник. Вот посмотрите, какая красивая ситуация была. Вот такая по-борцовски красивая такая динамика. Итак, Денис Царгуш, Денис Игоревич Царгуш. У него день рождения 1 сентября. 20 лет ему только будет в сентябре этого года, 87 года. Пока что ему только 19 лет. Такой молодой парень и такой опытный. Это практически изобретение. Новое имя весовой категории 74 килограмма в сборной России. Денис Царгуш. Посмотрим, как он сведет с этим бойцом Давидом из Грузии второй период. Ну, у борцов 3 периода сейчас. Раньше какие-то другие правила были, а нынешние правила 3 периода по 2 минуты. По периодам. Если даже в первом периоде выиграли со счетом 9-0, а второй проиграли 1-0 и третий проиграли тоже 1-0, вы проигрываете всю схватку. Так что по периодам надо выигрывать. И это навлекает на борцов своеобразную стратегию. По периодам надо сейчас выигрывать. Если 1 балл проиграл и очень трудно бороться, лучше сдаться, чтобы выиграть третий период. А пока что Давид должен атаковать. Но не получается, балл пока что не взял Царгуш, но Денис уже пытается взять второй период. О, хорошо поднялся. Денис его не отпускает, но уже выше. Нет, ты смотри! Неужели эта схватка тоже после Шамиля Батырова закончится чистым туше? 4-0 уже. Сейчас может Денис отдыхать. Если сейчас выиграют, то наша сборная выходит на иранцев. У нас есть большой потенциал в этой категории во главе с Бувайса Сайтиевым. Значит, я думаю, к Олимпийским играм
Наши ребята должны хорошо подготовиться. К Олимпийским играм самая сложная задача будет стоять перед Тедеевым, выбрать из этого созвездия самых достойных. Выбирать легче, чем находить. Да, это точно. Еще балл. Ну, молодцы. Ну, молодцы. Просто приятно. С большим счетом выигрывают периоды ребята. Ну, что можно сказать? Подвести можно вот в этой категории черту уже в плане Да, победы. потому что это означает, что сборная команда России уже выиграла эту матчевую встречу. Но, тем не менее, конечно, интересно будет посмотреть и другие поединки. Ну и сейчас Реваз Миндурашвили будет у сборной Грузии. Ну вот Анатолий Маргиев на ваших экранах. Вот давайте еще раз посмотрим, как великолепен был Денис Царгуш. Вот, посмотрите. Зашагнул в корпус, прямо плотно вошел ему, и грузинский борец не смог контратаковать. Георгий Кетоев в весовой категории 84 килограмма против Реваза Миндурашвили. Реваз Миндурашвили чемпион мира. Он отобрал вот это звание у Сажидова, потом Сажид ему отомстил, конечно. Но вот теперь у них, они уже встречались. На Левашинском турнире Кетоев и Миндурашвили встречались между собой. Тогда Кетоев хорошенько ударил Миндурашвили, у него кровь пошла из носа. И общую схватку тоже он выиграл у него. Теперь они, посмотрим, Миндурашвили научился, построил какой-нибудь, заготовил какую-нибудь техническую новинку против Георгия Кетоева. Итак, осетин против грузина. Осетин красное трико, грузин синий. Поставить Георгия Кетоева. Кетоев Сажидов все-таки после травмы, может быть, поэтому был смысл его поберечь. Дело в том, что Георгий выиграл в этом году Красноярский турнир, гран-при имени Ивана Ярыгина, но дать надо возможность отдохнуть Сажидову. Конечно. А пусть молодой поборется, проявит себя, тем более в таком вот турнире хорошем. Георгий Кетоев 19 ноября 1985 года родился. Ему 22 года. А вот то, что касается... О, посмотрите, как здорово! Хорошая проход атака. В ноги, и балл зарабатывает, и есть возможность еще продолжить атаку. Еще балл. Да, в легком недоумении находится сейчас Реваз Миндурашвили. Один из действительно опаснейших соперников. Чемпион мира 2005 года, серебряный призер, чемпион Европы 2003 года. Как Сажидов определил его... Дорогие друзья, Миндурашвили Реваз не такой простой парень. Он победил кубинца Ромеро в Нью-Йорке в 2005 году и стал чемпионом мира. Так что этот человек непростой. Все говорили, что за человек, как он мог победить Ромеро. Вот победил и стал чемпионом мира. Так что у него что-то есть. Ну посмотрим, вот это что-то здесь покажет, сможет показать против Кетоева. Счет хороший, надо внимательным быть и отстоять эти 15 секунд вперед, чтобы остался за ним. Ну, Георгий уже отбегает, там осталось немного, 5-6 секунд, поэтому ему ввязываться в схватку при таком преимуществе 2 балла не стоит. Так что Реваз Миндурашвили должен что-то предпринять во втором уже периоде. Первый период он проигрывает, и победа за Георгием Кетоевым. Россия выиграла. Вообще, обратите внимание, ни одного периода грузинские спортсмены не выиграли. Ни одного периода. Я уж о схватках-то я не говорю. Счет 4-0 впереди сборной России. Но также хорошо нужно провести Кетоеву и второй период, и тогда это будет здорово. Это заявка хорошая на то, что спортсмен достоин представлять страну в этой весовой категории. И такое ощущение, что Кетоев даже не устал. Он настолько до завершения времени, отведенного на перерыв, уже готов был идти бороться.
Но Миндурашвили решил, что надо с первых секунд тоже идти сейчас в этом периоде. Здесь обратите внимание, дорогие люди, на русских борцов. Они не устают до конца. Этот позор, который они перенесли в Китае на чемпионате мира, больше, наверное, этих тренеров, наверное, пожурили хорошенько. Может быть, Путин вызвал, может, Сулейман Керимов вызвал и сказал: ребята, куда идут мои деньги, чтобы вы вообще не могли нормально выступать? Выдыхайтесь, дыхалки не было, ничего не было. И что это такое? Видимо, я так считаю, что их пожурили. И вот теперь результаты. Ни один борец не устает. Бал, говорит, дайте, бал дайте. Не дают грузину бал. Хочу обратить внимание, Григорий, на что тактически очень грамотно он сейчас сделал. Если бы он приподнялся, значит, он бы проиграл бал. А в положении партерном не считается бал. Я об этом и говорил, что да. Претензии грузинского спортсмена были безосновательные. Георгию атаковать. Время идет. Надо выигрывать вперед. Нельзя оставлять. Нельзя доводить дело до клинча. Клинч, напомните, Нугзар Борисович, нашим зрителям, что это такое. Ну, этот период заканчивается 0-0, тогда бросается жребий, и кто выигрывает жребий, тот берет первым захват. А раз берет захват, всегда уже 50% победы в этом случае. Особенно с таким мощным, как Миндурашвили. О, Нугзар Журули сейчас комментирует, он говорит 50%. Какой 50%? 90% выигрывает. 50% он мало сказал. Да, остается 10 секунд до конца периода. И вот это будет первый И не обостряет, вот сейчас обратили внимание, да? Не обостряет Миндурашвили, ну вот да, дело до жребия доходит. Все, 0-0, поэтому бросают жребий. Посмотрим, кому повезет. Если переводит Кетоев, если он переводит, то все. Ногу берет Кетоев, значит 90% шанс, что он выиграет вот этот балл и, соответственно, и схватку тоже. Судья говорит: Ревас, ты сам в центре. Я же, говорю, в центре стою. А где это? Край, что ли? Ну-ка. Все. Все, есть, все. Балл взял и, соответственно, побеждает Георгий Кетоев. Да, результат. Вот сейчас на повторе, если нам покажут, как... Георгий Уатаевич Кетоев. Вот он, весовой категории 84 килограмма. Видимо, будущее России связывает эту весовую категорию с этим парнем. Или его испытывают. Ну, испытания хорошие. Он такого мощного грузина выиграл. Все грузины очень мощные, такие как медведи. Обратите внимание на Эльдара Куртанидзе, он если сейчас выступит. Бал дайте, говорит, бал дайте. Но бал же не дают, когда уходят люди со стойки, то есть на коленях. Со стойки, когда выталкивают, бал дают. А так, когда в борьбе уходят, бал не дают. Вот Джамбулат говорит, дай на руку, говорит. Асетин подает Асетину руку. Ну так, что, мы с вами ожидаем следующую схватку. Ну вот это, мне думаю, представляется. Будет бой, да. 96 килограммов. Посмотрим сейчас, кто выйдет. Георгий Гакшелидзе и Хаджимурат Гацалов, 96 килограммов. Вечные соперники, вечные противники, вечные драчуны. Друг другу глаза выкаливают, бьют, зубы вырвал Георгий Гакшелидзе. Это кто? Куртанидзе. Ва! Весовой категории, тяжелой весовой категории, он перешел в весовой категории 96 килограммов. Понял, наверное, Курамагомеда ему никогда не победит этой весовой категории. Сбросил вес и выходит вместо Георгия Гакшелидзе Эльдар Куртанидзе. А куда делся Георгий Гакшелидзе? Вот он, Хаджимурат Гацалов, без одного зуба. Ему зуб выбил Георгий Гакшелидзе. Ну, зуб, наверное, восстановили. Вот этот человек, вот мощнейший борец, который олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы, победитель Алиевского турнира, победитель
Махановскую. Все, что можно заработать, он уже заработал. И теперь ему остается выиграть Кубок мира. Вот против этого грузина Эльдари Куртанидзе. Что-то он, когда в Америку ехал, Лука Куртанидзе, изменил имя. Туда не пускали, что ли, его не знаю. Но старик Эльдар Куртанидзе. Но мы можем еще Кобу Куртанидзе вспомнить. Кобу Куртанидзе можем вспомнить, великолепного спортсмена. Ну вот Эльдар Куртанидзе и Хаджимурат Гацалов. Хаджимурат Султанович Гацалов, дорогие друзья. 11 декабря 1982 года родился он. Ему 25 лет. Ох, как здорово сейчас начинал эту атаку наш спортсмен. Это его попытка захвата руки. И он делает с этой ситуации два момента. Или очень сильно толкается. Или через плечо бросает. Здорово он Эльдар Куртанидзе. Ну сейчас у него какой-то новый прием появился, дорогие. Он разворачивается и через плечо бросает своего соперника. И захвата. Вот внезапный, взрывной такой прием появился у Эльдар Куртанидзе. Посмотрим, он сейчас сможет применить против Гацалова или нет. Интересная встреча. Здесь даже не хочется комментировать и мешать зрителям наблюдать. Еще раз. А вот сейчас сорвался. Вот он первый раз не получилось. Посмотрим, применит второй раз или нет. Ну, Хаджимурату, наверное, уже тренеры сказали, что у него такой новый прием появился в арсенале боевого оружия у Куртанидзе. Ну, посмотрим. О, грубит. Грубит. Сильно. Ну, конечно, Эльдар Куртанидзе очень такой демократичный, мягкий. Ну, вот сейчас грубит, бьет по голове. И престижно будет где-то. Неожиданно, конечно, неожиданно. Да, как ждали встречи этих спортсменов на Олимпиаде в Афинах. Ждали в финале, но... Если достанет, то переведет. Если я имею в виду достанет, если до пояса, до захвата. Нет. Не смог достать. Соединить руки не успел. Ну, Гацалов смотрит на часы и ждет. Сейчас все зависит от жребия. Вновь Михаил Мамиашвили на ваших экранах. Олимпийский чемпион 88-го года. Кому повезло? Нашему спортсмену. Хоть бы Эльдару Куртанидзе повезло. Так жалко бывает его. Уже сколько лет он провел. Ну вот возмущен, разочарован. Думает, ну елки зеленые, ну что такое? Какая невезуха. Ну посмотрим. Сейчас Хаджимурат Гацалов возьмет ногу. Сумеет ли? За 30 секунд он должен взять балл. Если не возьмет, а балл отдают другому. Все. Нет, пока арбитр ничего. Вот, балл есть. Все, стоп. Нет. 3 балла он отдает грузину, этот судья. 3-1. Период выигрывает, тогда получается... Там близко не было 3 баллов. Он попытался А сделать. что, вот этот бросок же, он просто дугу описал, вот Хаджимурат, и все. А что там, за что 3 балла дали? Он же опасно, не... Здесь баллы дают не броски, дорогие, это же не дзюдо. Это борьба. Здесь надо, чем ближе лопатки к ковру, тем опасный прием считается. А ну-ка давайте посмотрим. Вот здесь, смотрите, бросок, вот так он бросил. А что, ничего же не стало. Опасную, даже сам Куртанидзе был в более опасной ситуации, чем это. Адлан Вараев, смотрите, он оттуда смотрит, чеченец. И другие эти судьи наблюдают, правильно дал арбитр эти 3 балла или нет. Согласно, смотря что вот этот чеченец доволен, видимо, баллы отобрали у Куртанидзе и дали Хаджимурату Гацалову. Вот видите, выиграл, говорит, судья ошибся. Вот это арбитр центральный ошибся. И он прогоняет, идите отсюда, говорит, идите. Не понял даже. А борцы уже отдохнули, перерыв состоялся. Теперь он думает, второй раз надо им дать отдых. А грузин смотрит. Да, все. 1-0. Первый период выигрывает Хаджимурат Гацалов. Правильно выиграл. Он взял 1 балл, 1-0 счет был. Эльдару ничего не дали. Он там опасной ситуации своего соперника не ставил. Теперь уже Хаджимурат должен был уверенно выиграть. Второй период.
Бал Не дают. обнулили табло, 1-0. по-моему, поэтому сейчас остановили схватку. Да, так оно и есть. Что здесь произошло? Остался 1 балл на табло, поэтому За что главный бал дали? арбитр этой схватки Здесь непонятно выбросил какие-то. Полотенце, это хочется полотенце, сказать, да, как боксер. Нет, Это нет. губка. Губка такая, мягкая губка, чтобы не ударить спортсменов. Что дали? Ну вот Кому дали? возобновляется схватка. Из-за табло, дорогие друзья, остановили из-за того, что табло было неправильно или время там не шло. Мы же не видим. Вот сейчас возобновили, ну, правда, в том моменте, видите, 42 секунды, только начали бороться. В то время засчитали, баллов никого нету. Так что второй период Эльдар Куртанидзе идет вперед. Да, тяжелая, очень вязкая такая борьба. Надо идти, сейчас обострять, чтобы немножко загнать его. Потому что Гацалов дышит хорошо, он всегда хорошо подготовлен. Правда, у него была травма, и, может быть, он какое-то время не тренировался. Есть скованность какая-то. Травма ноги была. Попытка сбить соперника на ковер со стороны Куртанидзе, но всего лишь навсего первая часть желаемого была осуществлена. Приглашаются борцы в весовой категории до 84 килограммов. Очень упорный поединок. Но И уже такое Куртанидзе, ощущение, что да, и сейчас будет жеребий. Соединенные Штаты Америки. Куртанидзе ждет, да, тоже. А как здорово сейчас начал атаку Гацалов. 3 балла. 3 балла. Нет, Прошел. он не стал ждать, выжидать правильно. ситуацию. Он, видите, Эльдар, лидер сборной Грузии, думали, хоть он принесет хотя бы 1 балл, чтобы счет не получился сухим. Но посмотрим, последняя схватка стала в тяжелой весовой категории. Эльдар уже все, не может ничего. Гацалов, вот из этой ситуации что можно сделать? Бросать тоже, лампочку делать невозможно. Очень сильный Хаджимурат Гацалов. Все, Эльдар Куртанидзе проигрывает, и он тоже не приносит хотя бы 1 очко грузинской сборной. Гацалов приносит в копилку нашей сборной еще 1 победный балл. 6-0. И вот действительно, спокойно дышит Хаджимурат Гацалов, как будто бы, собственно, не было вот этих 4 минут борьбы. Вот На данный момент, дорогие друзья, весовой категории 96 килограммов, если не считать Магомеда Ибрагимова, грудмага, других соперников Гацалова я сейчас не вижу. Гакшелидзе не может точно победить, а Ширвани Мураду пока что мне не видно. Его для чего-то готовят или что-то он не выходит. 6-0. Позорный проигрыш грузинской сборной и российской сборной. Ну что, дорогие друзья, ждет нас с вами заключительный поединок этого матча. Кого выпустили 96 между килограммов? сборными командами России и Грузии. Александр Шемаров, спортсмен из Калининграда, против Давида Модзманашвили. Давид Модзманашвили, серебряный призер первенства мира среди юниоров 2006 года. Но то, что касается Алексея Шемарова, в прошлом году выиграл он абсолютное первенство на чемпионате России. Серебряный призер, кстати говоря, Кубка мира. Это не первое его кубковое соревнование для Алексея Шемарова. Серебряный призер Кубка мира 2004 года. Ну и в этом году у него самое такое громкое достижение. Это победа здесь же, кстати, в Красноярске, на Кубке Ивана Ярыгина. Да. На Гран-при. Он здесь хорошо отборолся. Так что этот ковер для него счастливый. Но знаете что, Григорий, мне нравится настрой сборной команды. Очень уверенно. Все выходят. Итак, выходят, Шемаров Алексей Николаевич. Александр там написали, а он на самом деле Алексей Николаевич. 82 года рождения, 16 сентября у него день рождения, 1982 года, 25 лет человеку. Очень уверенно, центр ковра держит, идет вперед. 24 года Алексею Шемарову.
Ну и, в общем, попадание в сборную, это опять-таки мы можем, наверное, только с удовольствием, с радостью констатировать, что и в этой весовой категории у нас есть целый ряд блестящих спортсменов, которые могли бы выступать здесь. Это и Курамагомедов, и Белял Махов, и Али Исаев, и Алексей Воронин. Так что действительно есть из кого выбирать. И конкуренция в данном случае... Что-то пропустили Бахтияра Ахмедова, который уехал на этот турнир, и пропустили Харпякова. 2-0. Тяжелой весовой категории. Глядя на Алексея Шимарова, с трудом... Смотрите, Александр написан там. Александр Шимаров. Ошиблись. Такой, знаете, миротворец на лице. По лицу, по внешности. Но при всем при этом очень хитрый борец. Вот очень сейчас хитрый. помогает старшему тренеру Джамбулат Тедееву, помогает Давид Мусульбес, который работает с тяжеловесами. Олимпийский чемпион, наш чемпион мира неоднократный. Вот он работает с тяжеловесами, помогает тренерам сборной. Грузия. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров. Вот он, Алексей Шимаров. Джамбулат Тедеев. Главный тренер. Сейчас вы замечаете, дорогие друзья, трико какой стало такой подтянутый. Раньше трико имело высокий вырез, глубокий, чуть ли до пояса не доходил. Спортсмены там падало трико, разве сейчас что-то изменили форму трико во всем мире. Теперь более-менее компактно одетые получились борцы. Итак, самая такая престижная весовая категория, тяжелая весовая категория. Здесь борются гиганты и два гиганта. Один из Грузии, один из России. Гигант из Грузии прошел к ноге, но поднял. Вот огромная сила у Шимарова. Смотри, как он вытянул. Сильный человек, очень сильный человек. Так что я вижу, достойная замена Курамагомеду есть. Шимаров должен в этой ситуации... Ну, надо наказывать, надо наказывать, вот так вот. Молодец. Вот это сила, вот это мощь. Из такой безобидной ситуации вытянул, бросил, сделал лампочку и припечатал грузина к ковру. Последняя завершающая точка получилась вообще позорной. 7-0 Россия выигрывает у Грузии. Вот что такое Грузия. Перешла к американцам, смотрит на сторону американцам, и спортивные достижения упали вообще до нуля. 7-0 счет. Да. Вот смотрите, какая сила. Блин, из этой ситуации грузин даже не смог подняться. Захват мощный. По футбольной теории не забиваешь. Совершенно верно. Это не лампочка, да, я ошибся. Это лампочка будет, когда... Вот Мавлет Батыру обычно делает лампочку, когда за голову крутит, а здесь за тело крутит. Вот Мусульбес радуется. Ну что, дорогие друзья, поздравляем сборную команду России с победой в первом матче в группе. 7-0. На соседнем ковре иранцы победили, кажется, американцы. Нам это не показали, но было бы очень интересно. Украина. Александр Галаган, Шимакин, Базан. Никого хорошего нет, украинцы. И вот сейчас буквально через Джамалатарзон, Батыру, Царгуш, Китоев, Гацалов, Шимар. Те же самые. Итак, дорогие друзья, следующая команда, сборная России против сборной Украины. Все, отстранили, убрали со своего пути одну союзную республику Грузию, и теперь следующая союзная, бывшая союзная республика, бывший Советский Союз, это Украина. Кто такой? Мы не знаем. Александр Галаган. Непонятно. Сборной команды Украины, но не в самом мощном составе своем. Кайса. Завершение этого великолепного соревнования. Еще раз от имени всех хочу поблагодарить наших спортсменов. Хочу сказать спасибо славному городу Красноярску. Спасибо Нугзару Журули, который на протяжении нескольких дней работал с нами в эфире. А для вас трудился на протяжении этих эфиров комментатор Григорий Твалтвадзе, и делал это с огромным удовольствием. До будущих побед, дорогие друзья!